неформальная стратификация. В общем, висит на сайте института. Шановні колеги, давайте починати з мероприємства, для якого ви знайшли час в такий чудовний суботній день. Господи, всі було комфортно знайти нас, бо ми зараз за кошти будівництва трошечки складали. Для орієнтації знаходимося так само сьогодні списком. Вельми рада вашій увазі так само до вистави «Розні воїни». Хто не почув екскурсію, ну і, відповідно, не почитав всю потрібну йому інформацію, може після мероприємства познайомитися більше. Зараз ми почнемо дискусію, поспробуємо привести до діалогу по тематиці белорусской. Вельми часто связано с этой выставой, нас пытаются, а где белорусские подружки? До нас не звертались, принамсі, да, при створении этой выставы. Тому мы, как гости на самой выставе, але это не значит, что мы не можем провести некие свои встречи и обмерковать, что мы маем у себе. Я думаю, что большинство з вас бачила гэтыя подручники, хто не бачив, може, да, наставники працюють особливо. Есть еще белорусские версии, як ви ведаете. Кому цікаво, можете познайомитися з ними про сайт Міністерства адукації, вони доступні до скачки. Это конкретно подручники, які дають базисну інформацію про війну нашим теперішнім школьникам, з якої вони вельми, вероятно, більше не мають ніякої додаткової інформації. І вельми хотілося, щоб інформація там була максимально об'єктивна, доступна, щоб вони на підставі цього заховали дострокові ефекти. І сьогодні наше мероприємство ми проводимо совместно. Історична майстерня ЕКЛАБ, European College of Liberal Arts in Belarus, так само архив усної історії. І ми запросили експертів, один з експертів зараз так само вернеться назад, який спеціалізується по темі війни. Навіть один з їх, і коли він захоче перед своєю часткою презентації, вони трошечки про себе так літерально хвилинку розкажуть. Стваральник подручників так само серед нас. І я сподіваюся, що наша дискусія сьогоднішня буде пльонна. Але для початку представлю нас усіх, тих, хто не ведає. Вот. Это Алексей Браточкин. Да, и он про себя сам рассказывает. Это представник ЕКЛАБ, якого уже озвучили. Сергей Панов, один з авторів подручників, які до теперішнього часу використовуються у школах. До теперішнього ні. І представник республіканської вищої школи кафедри історико-культурної спадщини Білорусі. Кандидат історичних наук, супрацовник історичної майстерні Білоруського державного університету Кузьма Казак. Андрей Киштимов, супрацовник Національної академії наук. Сергей Новик, супрацовник Мінського лінгвістичного університету. І я, Ірина Кашталян, директор історичної майстерні. Ми повідомляли вам інформацію про те, які питання будуть сьогодні обмірковуватися. І ми задали їх так само нашим експертам. І ми побудуємо зараз своє посидження таким чином, що спочатку викажуться експерти десь типу хвилин 10, а після у нас буде дискусія. Тому я попрошу вас, коли раптом будуть питання до конкретних людей, просто їх фіксувати і одразу після ви отримаєте можливість виказатися. Так само, так як у нас много питань актуальних шмат, просьба притримуватися регламенту. Виступовується спочатку 10 хвилин, після, вже, коли питання відказу, то десь типу хвилини 2-3, не більше, щоб всі успіли виказатися і задати питання. Я хочу озвучити ті питання, які ми задали. Вони вельми щільно прив'язані до тої вистави, яка знаходиться в нашому помешканні. Что можно в целом сказать о пропонованных у школьных подручников Беларуси интерпретации истории Другой сусветной войны? Ці з'являється на продуктом громадського консенсусу, ці притримується советської моделі пам'яті про війну, ці пропонує нове бачення.
Наколькі гэта інтэрпрэтацыя супадае з тым, як распавядаюць аб гісторыі вайны ў суседніх краінах? Якія версіі разглядаемых на выставе з'яў, падзей і фактаў, опісанне факта аб ненападзе, праблема Халакоста, ахвярам вайны, гвалтоўнай палітыкі і пасляваеннай памяці прапаноўваецца ў школьным курсе гісторыі Беларусі і чаму? Ці з'яўляецца культура памяці аб вайне ў Беларусі часткай агульнаеўрапейскай культуры памяці? І чым нам карысны дыялог гісторыкаў Еўропы аб падзеях Другой сусветнай вайны? Алексей? Дякую, шановне господарство, дякую, Ірина. Перш за все, треба сказати, що Ірина Кашталян, яка з'являється директоркою історичної майстерні, яна яшчэ надрукавала монографію о повсядзённым жыцці пасля вайны. І гэта якраз вынікае з таго, што аб чым будуць распавядаць сёння калегі. Меня зовут Алексей Братчыкін, я гісторык, займаюся пытаннямі публічнай гісторыі, тым, як рэпрэзентуюцца гістарычныя веды ў публічнай прасторы. І для мяне пытанне школьных падручнікаў з'яўляецца найбольш цікавым. Так? Ну і сёння мы ўжо вырашылі і ўсіх папярэдзілі пра рэгламент, да? І я альбо Ірына будзем строга за гэтым сачыць і ну, я не ведаю што, але ж рабіць, каб людзі прытрымліваліся рэгламенту. Потым мы зробім невялікае абагульненне, да? То есть, каб адзначыць тыя тэзы, якія прагучалі у часы прамоў экспертаў, ну і потым будзе шанс усіх да таго, каб задаць пытанне альбо ўступіць дыялог. Дзякую вялікі. Ірына, хто ты вырашыла першым? Ну, я была диктатором, посадившим их в центр, а я не буду диктатором тем, кто захочет выступить первым. Ой, жена. У нас не презентовала Кузьму Козака, самый мощный. Господар Кузьма, коллеги хочет поспрашивать первым. И тут такое жадание у всех пропоновать там меньшим словом. Ну, але я могу только выказать свое отчувание. Ну, по-перше, тут нема нічога дивного, что кожная краіна мае свою историю, свою культуру, яна адстойвае яе. І калі мы глядзім на выставу, мы бачым, што тут 6 краін і 6 розных поглядаў, гэта вельмі добра. Далей мы глядзім уже на інструментарый. Як яны падаюць, і мы бачым, што мы тут разыходзімся. І таму пытанне ўзнікае спачатку пра комплекс нашых ведаў, менавіта ведаў, якія ёсць у нас у Беларусі. І я магу сказаць, што гэта можа дзіўна, але за доўгія часы, 75 гадоў, у нас гісторыя і практычна культура памяці она не змянілася. Я калісьці казаў, што канцэпцыю вайны, як гэта не дзіўна, была створана кіраўніком НКВД Лаўрэнцем Цанавым. Вось выданні 49-51 года, які паставіў, як бы звярнуўся да ўсіх і на пытанне, што такое вайна, адказаў, што вайна гэта барацьба, што ў барацьбе ёсць пераможцы і пераможаныя, што пераможцы гэта салдаты, партызаны, падпольшчыкі, ну і пераможаныя гэта немцы, гэта паліцаі. Ну і яшчэ ён дадаў, што гэта калабаранты, як злейшыя ворагі беларускага народа. І як было, так яно і застаецца. То есть я лічу, што новых падыходаў у нас пакуль не змянілася. А менавіта чаму? Таму што не змянілася сама сістэма. Сама сістэма маецца на ўвазе з боку гістарычнага бачання. І ў гэтым выпадку тады зварот да сябе. Ці маем мы права, каб глядзець на гэта з пункту гледжання на вайну з беларускага боку. Я сабе адказваў таму, што я не знаходжу гэта ў гісторыях нашых суседзяў. Калі я шукаў гэта ў Францыі, нічога не знайшоў, практычна нічога не знайшоў у Германіі і так далей, то я хацеў бы сабе адказаць на гэтае пытанне, што мы маем такое права. Менавіта Беларусь з моманту таго, што найбольшая колькасць людзей была забіта, гвалтоўна забіта, вось гэта самае, напэўна, важнае, што будзе знаходзіцца ў гісторыі Другой сусветнай вайны, ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта першае. Па-другое, сапраўды, мы заўважаем, што кожная нацыя, кожны народ ганарыцца сваім змаганнем. У гэтым баку Беларусь таксама адрозніваецца. Гэта партызанскі рух, гэта агульны рух, які бытаваў у межах нашага народа. І калі мы будзем казаць пра Халакост, такое спрэчнае пытанне, то я хацеў бы нагадаць, не гледзячы на нейкія бытавыя адносіны да
жыцця яўрэяў усё ж такі у Беларусі, а гэта, напэўна, адзіная такая краіна, дзе мясцовае насельніцтва не стала арганізатарам знішчэння сваіх суседзяў, сваіх яўрэяў. Вось у гэтым кантэксце зноў Беларусь яна павінна быць. Ну і, можа, апошняе. Апошняе это тое, што я сустрэў ужо ў архіве. Это, конечно, вельмі страшна, вот, як адчувалі сябе людзі вось у нас. І самыя кепскія адносіны вот у нас у Беларусі гэта былі ў жанчын. Асабліва для маладых і прыгожых жанчын у Беларусі не было шансаў для выратавання. І вось гэтая постаць, жаночая постаць у вайне, яна можа быць для нас цэнтральнай. Ну а калі мы будзем глядзець уже на падручнікі, тое, што ў нас прадстаўлена, то зноў я хацеў бы сказаць, што ведаеце, тое, што было раней, яно і застаецца. І зусім няма нічога дзіўнага, што гэта проста скандальная гісторыя. Не толькі там для Беларусі, для ўсёй Еўропы, можа і для ўсяго свету, што ў нашых падручніках, вось тыя, якія мы паказваем, ну, найновшыя падручнікі, няма нават такого слова, як Халакост. Уже не будем там глядзець на нейкія дэталі. А гэта канцэптуальная рэч, якая проста недаравальна для таго, каб у сістэме адукацыі, дзе ўжо ў краінах прымаюцца законы, якія пагражаюць, калі чалавек адмаўляе, то за гэта будуць караць. А ў нас увогуле гэтага няма. Вось тут вельмі лёгка нам будзе весці размову дачыненні да гэтага. Можа, там патрэбна рабіць перспектывы. Я бачу, што калі мы хочам паглядзець і на нашы падручнікі, то падручнік гэта як інструментарый той. Усё ж такі гэта глядзіцца значна шырэй. Па-першае, патрэбна выйсці з крызісу гістарычнай навуцы ў Беларусі. Па-другое, як вы заўважаеце, што нашу гісторыю вайны у большасці ўсё ж такі пішуць нашы калегі, нашы сябры з Нямецчыны, нямецкія гісторыкі, якія прапануюць сваю канцэпцыю і сваё бачанне. І нават тое, пра што мы будзем тут казаць, тое, што ўжо ўвайшло ў кантэкст еўрапейскай памяці, вот тое, калі мы будзем казаць, гэта Трасцянец, як вы самі разумееце, мінскае гета, Трасцянец. Зноў навукова падаюцца з нямецкага боку, не толькі распачынаем. Ну а тут у гістарычнай майстэрні гэта былы, як вы самі разумееце, былы яўрэйскі дом, якому больш ужо за 100 гадоў, які знаходзіцца на былога мінскага гета. Вось якраз у гэтым будынку, можна сказаць, адбыліся такія шчаслівыя падзеі, якія тычацца, канешне, і падручнікаў. Гэта першая. Першая канферэнцыя, якая была па мінскаму гета, адбылася менавіта тут. Гэта першая спроба выдання дапаможнікаў для настаўнікаў. Па мінскаму гета, па Халакосту, такая спроба была. І апошняе, на што я хацеў бы звярнуць увагу, што дзякуючы вось такім намаганням у 2008 годзе было канцэптуальна выказана 5 такіх пунктаў. Я хацеў бы яшчэ раз, яны маюць дачыненне да гэтага, каб тыя, якія будуць слухаць нас, ну не баяліся, таму што, напэўна, страх мяшае нам, гісторыкам, узяцца і рэальна прасоўваць тыя, можа, фарматы памяці, якія з'яўляюцца асноўным, базавым для Беларусі, для беларускай гісторыі і культуры. Якія гэта 5 такіх канцэпцый? Першае было сказано, это 20 кастрычніка 2008 года. Холокост есть национальная трагедия Беларуси. Слухайте, бачите, як сказано? Затым, яўрэі не толькі паміралі, але і змагались. Самые лепшие люди нашего народа – это праведники народов свету. Это так называемая неузброенная борьба, неузброенное сопротивление. Другое, уже четвертое, у Трасцянцы будзе памятник, меморал, і я так зразумеў, агульнаеўрапейскае значэнне. Гэта ўжо новыя канцэптуальныя рэчы, нават паняцці, пра якія мы тут можам казаць. Тому што гэта паняцце наша ўнутранае, а тут паняцце ўжо агульнаеўрапейскае. Ну і апошняе пра невядомых. Упершыню таксама было заявлена, што гэтыя невядомыя героі, яны вядомыя. І вось з гэтага можна і ісці далей. Я разлічваю, што мы будзем шукаць тут вінаватых у гэтай сітуацыі, а наша будзе прапанова, па-першае, паглядзець цалкам на гэтую праблему і прапанаваць нейкі інструментарый, прапанаваць канцэптуальныя рэчы, якія маглі бы гэта ўсё змяніць. Вось такое у мяне бачанне самой праблемы. Я хацеў бы яшчэ далучацца і да іншых бакоў, таму што тут зашмат пытанняў, зашмат праблем.
Я хотел бы только удокладніць 20 кастрычніка 2008 года, дзе гэта было сфармулявана, што это было за падзея? Гэта На яме. Да, гэта было на яме, гэта зусім, я просто, ведаеце, ніколі не чакаў такого. Першая асоба нашай дзяржавы падчас выступлення вось так выклала сваё бачанне. І пасля гэтага, калі нават нашу гістарычную майстэрню хацелі знесці, Алексей, сказалі, што гэта вельмі добра, як бы все змянілася. Гэта знак быў для ўсёй вертыкалі ўлады, у тым ліку і для адукацыі і навукі, што можна па-іншаму паглядзець на цэлы пласт праблем. Гэта можа быць пачаткам такога, нового падыходу. Ну, если по порядку, то я, наверное, получаюсь, хотя бы еврейски как-то это самое, справа налево поехали. Цікаво, Андрей. Ну, первое, что, конечно, да, вот эта вот выставка с учебниками, она, ну, на мой взгляд, хорошая, интересная выставка, но мы прекрасно понимаем, что это лишь повод собраться здесь. Была бы эта выставка, не было бы этой выставки, мы бы все равно эту тему и проблему в Беларуси обязательно бы поднимали. И поэтому можно, конечно, делать обзор своих впечатлений об этой выставке, но первое, что, наверное, всем бросается в глаза, и что уже Ирина озвучила, а где же мы тут? Как всегда, вот мы видим какую-то историю, начинаем искать в этой истории себя, и вдруг не видим. То есть здесь есть 6 государств. Да? Государства эти мы знаем, ну, то есть все мы... Есть участники этого проекта, причем очень интересно, я поглядел на список участников этого проекта, а участники из тех стран, чьи учебники здесь представлены, но еще участник из одной страны Великобритании, чьи учебники здесь не представлены. А мне просто вспомнилось это по такому поводу. Лет 30 назад я был в поездке по Великобритании, наверное, первая поездка там белорусской молодежи туда. И нас знакомились с системой образования Великобритании. Повели в среднюю школу, кабинет истории. В кабинете истории я впервые увидел плакаты на стенке, где плакаты и английские времен войны, американские, советские, там Родина мать зовет, все. И плакаты немецкие. В том числе и один из плакатов, который сейчас широко тиражируется, сатирического свойства плакат, 1939 год, сладкая парочка Сталин и Гитлер, значит, вместе там шествуют и делят Польшу. Я задал вопрос английским коллегам, ну извините, вроде вы антифашистской коалиции и так далее, мне было отвечено, должны знать всю палитру. Мы преподаем именно так. Запомнилось мне это, конечно, очень и очень здорово. И еще раз повторюсь, нас всех, конечно, удивляет, почему здесь, ни в этом проекте, ни в этой выставке нет ни нас, ни наших учебников. Конечно, может быть аргумент, ну вы опять спите в шапку, там помалкиваете, поэтому вас и не пригласили. Но в конце концов, замышляя этот проект, нужно было бы, наверное, как я понимаю, спектр или палитру, безусловно, расширить. Ну, например, здесь есть страны нацистского лагеря или так, союзники Германии, здесь антифашистские страны. Но извините, во-первых, война мировая, как мы знаем, была. Взяты только европейские страны. А почему? Речь-то идет о событиях мировой войны, так? Во-вторых, из европейских стран кое-какие и не слабые, значительные европейские страны ведь оказались в этой стране нейтральными. Испания, Швейцария, Швеция. Казалось бы, вот их учебники, они бы были определенным маркером, правильно? Ну, потому что понятно, кто на какой стороне воевал, там отпечаток этих баррикад обязательно будет в учебнике. А как это показано в нейтральном, допустим, шведском учебнике, да? Испанском учебнике, например. Тем более, что Испания вообще очень интересна. Вроде бы почти начинала Вторую мировую войну, да, ну, гражданская война в Испании и так далее. А с другой стороны оказалась в стороне от этой войны. Еще раз повторюсь, нету ни одной азиатской страны. А для китайцев, кстати, тоже Вторая мировая начинается со времен войны с Японией. Абсолютно верно. Они вообще самые первые в своих учебниках начинают эту самую
Вторую мировую войну. Ну и нет у нас. Причем самое забавное, опять-таки, по старой памяти, не в порядке саморекламы или рекламы, а скорее в порядке рекламы белорусской исторической науки. Поднимаю, смотрю, история якой-нема подручника. Да? Проект, который шел, кстати, под эгидой этого самого центра немецкого, проект 2002 года. История Беларуси в европейском контексте, те же самые семинары и так далее, то же самое 2002 год. Да? И мы вдруг получаемся вроде как исключенные из этого процесса, хотя качество учебников и качество этого предмета нас, безусловно, волнует. Более того, поправьте меня, если я ошибаюсь, но только у нас в Беларуси, мы единственное сегодня государство, где этот курс читается отдельно и как обязательный в школьной программе, и отдельно как обязательный в университетских программах. Как факультатив и так далее, но мы знаем, что в свое время было принято вот это вот кардинальное решение. Почему оно было на тормозах спущено и так далее, это уже отдельный вопрос. Меня, кстати, когда этот курс был введен, пригласили туда, в это Министерство образования, потому что на мою голову в ВУЗе упала эта проблема. Андрей Леонидович, вы будете это читать. Я говорю, ну, в общем-то, извините, я из другого столетия и так далее. А меня убедили так, Андрей Леонидович, лучше будете это читать вы, чем какой-то дуболом, бывший так преподаватель истории КПСС. По крайней мере, я говорю, хорошо, аргумент поднимается, согласен. Пригласили на совещание, первое совещание будущих преподавателей этого самого курса в Министерстве образования. Рассказывали, убеждали, это шло по президентскому указу. И вы знаете, я там, наверное, им все испортил. Почему? Потому что я сказал, ребята, вот у нас предмет, смотрите, как называется, Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны. Я говорю, мы преподаем, во-первых, начинаем преподавать войну в контексте Второй мировой войны. На самом деле, Великая Отечественная, она в контексте Второй мировой войны. Мы, белорусы, вступили в войну, как мы знаем, Вторую мировую, без опоздания 1 сентября 1939 года. Уже какие-то белорусские хлопчики с винтовками, там, немецкие танки под Лодзью встречали, или на Вестерплате, как тот же самый Янка Брыль. Да? То есть, без опоздания. А бомбы падали на Гродно и на Брест. Уже 1 сентября. Все, не опоздали мы вступление в эту самую войну. Более того, Великая Отечественная война советского народа, и мы преподаем это, или преподавали это белорусским детишкам. Они не принадлежат советскому народу. Великая Отечественная война, извините, каких-то марсиан получалось, то есть того народа, который сегодня, извините, не существует. Не существует. Задали встречный вопрос. Хорошо, понятно, а как же называть этот предмет? Я говорю, очень просто. Назовите Беларусь во Второй мировой войне. И тогда все будет логичнее. Мы ищем свое место в этой войне, мы ищем то, как эта война отпечаталась на Беларуси и так далее и тому подобное. Поэтому, возвращаясь к выставке, возвращаясь к нашей встрече, которую я расцениваю как хороший повод поразмышлять, поразмышлять не только, допустим, о войне и об отдельных аспектах этой войны, как они освещаются и в каких государствах, каким образом. Мне кажется, что в этом есть куда более сложная стратегическая задача, в отличие от вот этой задачи, которая тактическая. Как относиться к Холокосту при всем моем уважении, как относиться, допустим, к депортациям, как относиться к сепаратным переговорам в годы войны и так далее и тому подобное. Более того, у меня складывается очень четкое убеждение, что мы пытаемся найти ответ или будем искать возможность, чтобы школьники нам отвечали на настолько дискуссионные проблемы, где еще взрослые дяди и тети не нашли общей точки зрения. А мы будем пытаться это выдавить или выщемить от, детишек там 15-16 или сколько им там лет в том классе, когда им это дело преподают.
Ставить вопрос, на мой взгляд, нужно гораздо шире. Ставить нужно вопрос о преподавании истории как предмета. Потому что то, что сегодня мы видим на выставке, и то, о чем мы сегодня будем говорить, я не говорю, что мы сейчас должны там историю, я не знаю, фараонов и пирамид, да, начать обсуждать вместо нашей сегодняшней заявленной темы. Но ставить, еще раз говорю, надо задачу гораздо шире. Как преподавать историю, допустим, в школе, чем должен быть школьный курс истории, это во-первых. Во-вторых, я тоже в течение очень долгого времени был уверен, что нам надо брать учебники, вот нам, ученому миру, там, заинтересованным лицам, и смотреть, что там в этих учебниках, на наш взгляд, ну, условно говоря, правильно, неправильно, что там есть, чего там нет. И нам надо работать, второй тезис, нам надо работать со школьниками, больше и меньше. Я не отрицаю этих подходов, но считаю, что гораздо важнее работать не со школьниками, а с педагогами. Потому что мы никогда не охватим своим, как бы сказать, влиянием или обаянием такое число школьников, сколько проходит через учительские руки. Причем эти учителя, они, кто-то еще при Советском Союзе заканчивал вузы, кто-то сейчас, моложе, старше, у них у самих разное понимание этой войны. У педагогического, этого нашего горячо любимого состава, которому я сочувствую так за всех сил. Да? И другой тезис, как я говорил, мы считаем, что вот надо учебники полистать, ну и поглядеть, чего тут не хватает, соли, перца или еще чего-то, чего не доложили там в этот учебник. На самом деле нужно подниматься наверх и нужно смотреть на программы. Учебные программы, по которым и создаются эти самые учебники. И в зависимости от качества этой программы, то есть что заложено в генетике, да, на генетическом уровне, то потом и в виде организма, то есть учебника, кладется на стол педагогу, ученику и так далее. И последнее, не последнее, что я сегодня хочу сказать, а что сейчас скажу. И последнее. Давайте смотреть, что в принципе от этого самого школьного курса истории ждут на выходе. Что их ждет? Форма контроля знаний. Да? Педагоги же. Да? Форма контроля знаний у нас тестирование. И поэтому я бы проанализировал даже не учебники, а я бы проанализировал тесты, ну, которые каждый год как-то модернизируются, да? И что там, сколько вот в этих тестах по истории, например, какая процентовка вопросов по той же самой войне? Как модернизировались эти вопросы? Каким образом формулируются эти вопросы, да? И каких ответов ждут от ученика, ну, чтобы эту бальность свою получить и повысить. Потому что итоговое подведение итогов, в конце концов, для чего мы учим историю, вам любой? Да чтобы тестирование сдать. Для чего я учу там физику? Тестирование сдать. Для чего я учу там, я не знаю, русский язык или белорусский или какой. У меня же централизованное тестирование, а потом моя какая-то там будущая жизнь в ВУЗе или где-то, или где-то, или где-то. То есть вот этот вот аспект. И здесь возвращаемся к этой выставке. Система образования у всех, кстати, государств абсолютно разные. Тут Германия, немецкие учебники. Ирина не даст соврать. Закон об образовании в каждой немецкой земле отдельный. Нет у них общефедерального закона об образовании. Министерство есть, но оно в основном занимается научными разработками, а отнюдь не школьным этим уровнем. На школьном уровне у них в каждой земле свой закон об образовании. А этих земель 20, да, или 16, ну почти 20 этих самых земель. И ответ, кстати, еще, ну, такой вопрос навскидку, никто, наверное, сейчас не ответит. Вот из этих 6 государств, что представлены, на финише, кто из них сдает это самое централизованное тестирование, да? Ну, каким образом? Вот одно дело рассказывать про войну, а другое дело контролировать, ну, а что же с этого рассказа, какой сухой остаток у нас получился? Этот вопрос обойден вообще, но я считаю, что он принципиально важен. Давайте. Господин Сергей, что-то еще?
Калі спадара Кіштымова працягнуць, напэўна, вось па гэтаму пытанню, што было зададзена, трэба заўважыць на больш агульным узроўні, што калі адукацыя ўспрымаецца як інстытуцыянальная сістэма, інстытуцыянальна-ведомственная, якой кіруе Міністэрства адукацыі, тады ўзнікае пытанне наконт форм кантролю і мэтазгоднасці гэтых форм кантролю. Вось і тут можна пагадзіцца сапраўды, што ЦТшка не з'яўляецца той формай кантролю, якая выяўляе не толькі здольнасць, а нават светапоглядную пазіцыю асобы. Я б па-другому паглядзеў на гістарычную адукацыю як на сацыякультурны феномен, бо гэта іншая справа, якую немагчыма закласці, скажам, у новую рэдакцыю Кодекса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. Колькі пакаленняў пражыло пасля 45-го года? Уже нават трэцяе пакаленне, так? Вось. І, канешне, існуе савецкая ідэнтыфікацыйная матрыца, савецкая мадэль памяці, і яна сапраўды будзе менавіта такой: перамога савецкага народа ў Вялікай Адчыннай вайне, так? Ну, то добавлялось еще над чем, да? Мы можем говорить о том, кому принадлежит перемога, мы можем говорить про культурно-историчный тип советский человек, homo советикус, який дагэтуль физично еще існує. І адносіцца да яго памяці трэба не тое, што ахвярна, скажам, а з павагай. Але вырасла то пакаленне, асабліва па-за межамі афармлення дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь, для якіх існуе іншая памяць, іншае сацыякультурнае асяроддзе, і для іх існуе той канцэпт, які існуе па-за межамі Рэспублікі Беларусь у першую чаргу, гэта перамога над нацызмам у гады Другой сусветнай вайны. Калі мы будзем вось гэтыя канцэпты супрацьстаўляць друг друга адзін аднаму, магчыма, не будзе той карысці і плённасці у адрозненні таго, калі мы будзем бачыць нейкую гістарычную пераемнасць. Атрыбуты псіхічнага развіцця асобы, аб чым гаварыў спадар Кіштымов, як генетычны ўзровень нашай памяці, да? Шматстайнасць вобразаў вайны, якія на сённяшні дзень у нас маюць месца быць, і сапраўды маюць месца быць, не толькі ў падручніках, дапаможніках, у метадычках, але нават і ў памяці калектыўнай, у памяці гістарычнай на сённяшні дзень. Гэта розная памяць аб вайне. І вось мы бачым, глядзіце, дзіўнае у нас ёсць такое спалучэнне. На гадавіну, калі не памыляюся, 60-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у нас появилась урадавая ўзнагарода, дзяржаўная ўзнагарода, медаль з нагоды вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ну, думайцеся ў гэту фармулёўку, так? Вось гэта фармулёўка, напэўна, якраз нейкая спроба таго, што мы не жадаем пакінуць тое, што ў нас было, адначасова мы хацім пабудаваць нейкія масткі для таго, каб зрабіць гістарычную пераемнасць паміж савецкім мінулым, савецкай мінулай памяццю, той памяццю, якая ёсць. Як гэта зрабіць для вучнёўскай моладзі? Справа ў тым, што ў псіхалагічным складзе чалавека заўсёды існуюць традыцыйныя каштоўнасці. Калі мы паглядзім на вайну менавіта з гэтага пункту гледжання, шмат сацыялагічных даследаванняў, 12, 14, 15 сацыялагічнай лабараторыі до Ротмана, Нацыянальны інстытут адукацыі і гэтак далей выдаюць першую базавую каштоўнасць сям'я. Вы ведаеце традыцыйны подвиг Зінаіды Тусноловай-Марченка, якая выратавала 128 параненых савецкіх салдат, будучы сам інструктарам. Зінаіда, апынуўшыся без рук і без ног, прабачце, можа быць, дрэнна будзе бачна, так, это є здымак з фронтового шпіталю. Піша пісьмо свайму мужу, кадровому военному, якога вызваляе ад абавязкаў у адносінах да самой сябе. Я страціла рукі і ногі. Бывай, мой родной, ведзі сябе так, як ты сам пажадаеш. Бо я калека, а тады, калі мы з табой развітваліся, мы былі паўнацэннымі маладымі людзьмі. І яе муж з фронта, прыгажун, піша аб тым: добрая моя, милая моя, малышка, моя кахана, як ты так могла подумать, что я кінуць сябе ў гэтых абставінах? І по-руску там письмо: и у радости, и горе мы всегда будем вместе.
Вось гэта сінтагма, гавораць філолагі, гэта канстанта, якая у традыцыйных каштоўнасцях дазваляе пабудаваць вось гэты масток гістарычнай пераемнасці паміж савецкай мадэллю памяці і паміж той мадэллю памяці, якую мы, скажем, канструюем ці будуем на сённяшні дзень. Бо гэта каханне, гэта сям'я, і гэта тое, што для кожнага чалавека заўсёды блізка. Няма разумення у наших людей, які пишуть подручники, допоможники, що перш за все треба впливати не на когнитивний компонент особи, а на эмоциональный каштовностный компонент особи. То, что регулятивом социальных поводин являются эмоции, почуття человека, а не только розум и рациональное тлумачение, скажем, неких подій. Ми спробуємо шукати наш власний шлях і нашу власну характеристику, наш власний зміст. Ось. Євреї не тільки були ахвярами, євреї змагалися. 110 тисяч білоруських євреїв змагалися у рядах Червоної армії. 48 тисяч загинуло, 23 стали героями Советского Союза, 2 повнили кавалерами ордена Слави. Яким був символ для гэтых беларускіх євреїв у савецкі час, пад яким вони змагалися з нямецка-фашистськими захопниками. І гэты символ на сённяшні дзень, бачыце, да, законодаўча па-за межамі Рэспублікі Беларусь, ён не існуе, ён нават прыраўнены да адміністрацыйнай адказнасці. Вось пошук таго, што нас адрознівае ад астатніх. Не тая колькасць ахвяр євреїв, яка у нас є, а ті євреї, які праведники народів світу. Ось Подарки Штемов називав 2-го года подручники, да ось мой подручник 6-го года, який зараз не дійничає. Ось тут є і яма, да, тут є і праведники народів світу. Так з того часу пройшло 10 років, тут є характеристика Холокосту. То, что мы маем на сегодняшний день, скажем, это подручник 13-го года, на жаль, тут белая пляма на конкретного. Есть геноцид, Холокосту, скажем, тут, на жаль, нема историчной переемности, так? Нема разумения наших европейских коллег, что наша трагедия, яна мае свои уласные особливости, что наш рух сопротивления это 3% от громадянского цивильного насельництва, что наши евреи у Червоной армии и выпадки сопротивления у гетто, да, и семейные партизанские лагеры. Вот вельми важно донести до еврейской супольности то, что в сувязі з кожним третьим загинувшим у воды другой всесвітній великої Отчини ми маємо право на власне тлумачення тих подій, які були у води Великої Отчинної війни. Тим більше, що справді вона почалася для нас 1 вересня, да? А Велика Отчинна вже 22 червня. Ось хотели б мы, не хотели б мы, человечеству властиво гэта беспамятство. И калі мы актуализуем память про артефакты, якія ёсць наши семейные каштоўнасці, гэтыя артефакты будуць працаваць. Калі мы говорим агульна, рацыянальна і когнитивно про концептуальные методологічныя падыходы, гэта праца акадэмічных гісторыкаў. Калі не перавесці навуковыя акадэмічныя веды ў вучэбныя веды і не актуалізаваць эмацыянальны кампанент асобы, гэта веды застануцца чужымі, фармальнымі і сваімі акадэмічнымі. Гэта вельмі, ну скажем так, цяжкая справа, якая на сённяшні дзень з'яўляецца сапраўды вялікай праблемай. Можна поставить знак суперечности паміж советской моделью памяти и сучасной, а можно поставить гістарычную пераемность. Чему я говорю про гістарычную пераемность? Потому что в атрибутах сучасного психічного развития особы, кроме шматстайности в образах, они сапраўды шматстайныя, так? Ёсць еще вот гэта гістарычная пераемность. И эта гістарычная пераемность для вучнёўскай моладзі будуецца з того месца, у якім яна жыве ў сучасным сацыякультурным асяроддзі, а не з таго месца, калі адбывалася вайна. Для акадэмічнага прафесійнага гісторыка мы ідзем з падзей вайны, а сучасная моладзь ідзе з сучаснага месца. Гэта вектары супрацьлеглыя, дзе на гэтых вектарах знайсці то агульнае, што дазволіць рэалізаваць вось гэтую гістарычную пераемнасць.
Я вось гэта бачу менавіта у пачуццях, у эмацыянальным стане асобы. Новае чытанне вайны. Лётчык Александр Мамкін, грамадзянская авіацыя, 34 гады вывозіць выратаваных падпольшчыкамі у Полацку дзяцей з дзіцячага дома на сваім самалёце, выратаваў 154 дзіця, не забіў ніводнага немца. Загінуў, бо самалёт быў падбіты. Гэта адзін вобраз вайны. Другі вобраз вайны — партызанская бригада, Брестское злучэнне, на Калініна, конец 43-го года, партызанская зона, школка, у якой дзетак вучаць грамаце, пісьменнасці, дошка, на якой написано 31 снежня, там 30 снежня 43-го года. Мой бацька забіў 50 фрыцаў. Вось гэта разнастайныя вобразы, да? Мы можам транслировать ненависть до ворога, які сёння наш партнёр по европейской эканамічнай прасторе. А мы можам побачыць тых людзей, якія аддалі сваё жыццё дзеля жыцця будучых пакаленняў. Трэба ў гэтай вайне бачыць яшчэ і тое, што працавала як созидальная памяць, прыміраючая памяць, не тая памяць, якая была ў нас раней, якая разводзіла «бейце гітлерцаў праклятых, каб не скрэслі век ямы». Але новае чытанне вельмі цяжкае. І зноў жа, калі мы гаворым аб тым, каму адресна мы будзем прадстаўляць вось гэту вучэбную інфармацыю, то трэба ўлічваць, што гэта сапраўды гэта новае пакаленне, гэта еўрапейскае пакаленне, у якога ёсць еўрапейскія канцэпцыі маладога еўрапейца. Таму вось такая моя прапанова, так, прабачна, па часе рабіць гэтую гістарычную пераемнасць, а не рабіць сутычак паміж савецкай мадэллю памяці і паміж той мадэллю памяці, якая будуецца на сённяшні дзень. Дзякуй за увагу. Шановне господарство, щиро радий вас усіх вітати і притягнути нашу розмову. Причем мне, напевно, складання за усіх, тому що мої колеги підійшли і концептуально, і методично, і практично, і так далі. Тим не менш, що хотілося б сказати з великом пропонованої сьогодні теми і саме істотне того, що нам показали у майстерні про подручники. Тема війни. І ось, як ви бачите, в основному яна шараговая тема, або одна з тем тих подручників, які представили цієї держави. І тут Андрій правильно казав, що менавіта в нашій країні, в Білорусі, є особне видання. Менавіта особне видання, яке в учебних установах едукації довгий час було, як учебний курс, учебна дисципліна, потім таке стало факультативом, зараз нічим не стало. Але ось те, що було зроблено у нашій державі, на державному узровні, це заслуговує особливої уваги. Чому? Тому що як-ніяк, а ось у Білорусі до цього поставилися скрозь призму і минулого, і сучасності. Эталон, правильно? Можна сказати у певній ступені, що тут поспробували. І я цілком підтримую ідею господара Андрія у назві, що по духу, все-таки тут закладена ідея ось Білорусь у Другій світовій війні. А лише Андрій розуміє, що видати таку книжку і заявити її як учебний курс було б більш складаний, ніж ось це. Меня больше и не приглашали. Тому не будемо казати про закулісся, але ось це є факт. І там, звісно, шкода, що у рамках цього проєкту, європейського проєкту, чомусь ми залишилися десь збоку, без того, що ми могли показати в рамках цього проєкту. Коли там тільки у рамках одной-двух тем, то у нас цілий комплекс, цілий учебний комплекс. І він справді зроблений універсально, зроблений класично і так, як пишуться подручники. Я не думаю, що хтось буде цю тезу оспречувати, але любой подручник – це текст. Це текст. Великим плюсом для наших подручників, особливо опошнього часу, з'являється те, що вельми шмат надається місце документальної частини. Ось тим криницям, які хочуть показати у якості документального доказу текстового матеріалу.
І гэта класіка сёння. Паглядзіце на любы падручнік, мы бачым і першае, і другое. А што атрымліваецца ў якасці трэцяга? Вось мы тут за гэта зараз якраз за гэту складаную тэму і закранулі яе і кажам, а што ж насамрэч, чаму мы вучым гісторыю, а вынікі нас не задавальняюць. І не задавальняюць прынцыпова. І ў чым сэнс гэтага ўсяго? Мажліва, тое, што тут ужо казалі, што нас заганяюць у пракрустава ложа ЦТ, дзе трэба даць толькі выключна правільны клас, іншага няма. Але ж у гэтым плане мы адразу ставім рамкі для асобы, для школьніка, для будучага студэнта, для той асобы, якая не можа жыць у пэўных рамках. І гэта разняволенасць наступае адразу ж пасля таго, як здадзена ЦТ. Дык вось, зразумела, што сама кніга, сам тэкст і далей інтэрпрэтацыя. Думаю, што гісторыя – это сёння інтэрпрэтацыя для кожнага з нас. Наколькі мы з вами здольны паказаць сутнасць нават такого ж самага прапісанага дакумента. Наколькі гэты дакумент працуе ў нашай аўдыторыі. Больш таго, наколькі працуюць не толькі дакументы, а і працуюць тыя навуковыя адкрыцці, навуковыя распрацоўкі, якія у нашай краіне зроблены і якія пакуль што адсутнічаюць у падручніках ці у школьна-настаўніцкім дыскурсе, таксама і універсітэцкім. Адзін прыклад, самы просты. Па сённяшні дзень все мы, як кажуць закладнікі, хрестаматыйнага падыхода да таго, што карэнны пералом у вайне пачаўся ад Масквы. Хто сёння будзе спрэчваць гэту тэзу? Ніхто. Карэнны пералом. А я спрэчваю яе на падставе дакументаў. 30 ліпеня 1941 года Гітлер аддае дырэктыву нумар 34, в адпаведнасці з якой група армій «Центр» спрыняе сваё наступленне на Москву і пераходзіць да абароны. 30 ліпеня. Смоленск заняты. Ідуць баі за Ельню. Мае даражэнькія кажуць ужо Москву на пушкі бачуць. А што здарылася? Што здарылася? Ты где коренный перелом? Под Москвой был закладен, идти все-таки в Беларуси? В Беларуси. Потому что 30 липеня директиву свою Гитлер выдает по той простой причине, что ему на черговом посяджении в штабе докладывают, что робится под Гомелем, что под Жлобином, под Рогачевым, что робится в тыле группе армии «Центр», где? На территории Беларуси, мои дороженькі. Менавіта тэрыторыя Беларуси, менавіта тое, што тут адбывалася, стала прычынай, што Гітлер прыняў гэту дырэктыву. Так таму пачатак гэтага краху нам трэба выкладваць тут, у Беларусі, і паказваць, што зрабіла Беларусь на шляху. На 2 месяцы затрымаць наступленне, гэта якраз тое выратаванне, якое дало савецкай краіне все стратегічныя режимы другого эшелона подтянуть сюды, на ўсход, і зрабіць тое, што адбылося у пачатку снежня 41-го. Але я кажу вам пра інтэрпрэтацыю дакументаў. Мы карыстаемся гэтым ці не карыстаемся. І гэта вельмі істотна, вельмі важна. Таму, калі той жа настаўнік, той жа выкладчык загнаны у вось гэтыя рамкі і не мае права за рамкамі працаваць, то на чым мы будуем? На прымусе. Школьнікі вывучылі, а што заўтра? А заўтра на гэта не памятаюць. Пацікаўцеся сёння у студэнтаў 1 верасня, калі мы пачынаем заняткі в аўдыторыі. Элементарнае пытанне ставіш перед аўдыторыяй 100 чалавек, і часам не знаходзіцца адказу. Людзі, якія 2 месяца назад здавалі ЦТ. Пытаемся, яким методом? Методом тыка. Можна здаць, як высвятляецца. Але ж ён ніколі не будзе несці з сабой тыя веды, якія былі у яго
примусам. Ён іх выкарыстаў, і яны знікаюць. А калі б гэта тема яго закранула, калі б яна яго зацепіла, калі б яна сапраўды у яго абудзіла пэўныя пачуцці, то яна б з ім засталася. Таму мы сапраўды шмат кніжак напісалі, мы паднялі шмат дакументаў, шмат крыніц на сённяшні дзень, вельмі шмат матэрыялаў, як бясконцае мора, але ж што рабіць зараз з гэтым? І таму я калег запрашаю паразважаць і прычышчаць методы, як працаваць з гэтым падручнікам, які ёсць, якім нас, калі ён не задавальняе, значит, нам самім выкладчыкам, настаўнікам неабходна вносіць коррективу, рабіць пэўныя акценты, каб быў прадукт, які заставаўся з моладдзю, каб яны памяталі пра гэтыя падзеі нашай гісторыі, менавіта нашай беларускай гісторыі. Это вельмі важна. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй. Ну что, першым перейдем до дискуссии. Ну, я бы еще, может быть, не то чтобы вопросы задал, да, но вот я бы заострил пару тезисов, если Ну, давай заостряй, я могу потому что было очень интересно слушать, но я с многим не согласен, и то, с чем я не согласен, это не означает, что на это надо отвечать. Возможно, это я просто придумал, да, но у нас будет возможность ответить, да, если кто-то захочет, или вообще не отвечать. Начну я вот, пожалуй, с как бы Сергея Новикова. Хочу вот с Сергея Панова начать, потому что ближе сидел, а лучше слышал. Я бы хотел понять следующее, да, то есть если мы говорим об истории, и если вы говорите, что память это то, что конструируется, то я хочу понять, как с представлением о конструируемости памяти соседствуют такие выражения, как традиционные ценности и генетическая память. То есть я к тому, что если мы допускаем, что память конструируется, соответственно, мы должны понимать, как идет весь этот процесс конструирования и какие социальные смыслы мы в это вкладываем, там политические, культурные и прочие, да. И в этом смысле традиционные ценности, я считаю, что это то, ну, чего не должно быть, допустим, если мы используем дискурс конструируемости памяти, да? Потому что это выносит нас в совершенно другую область, в которой мы не можем уже рационально о чем-то рассуждать, мы должны просто что-то согласиться с существованием чего-то, допустим, да? Второй момент для меня очень интересный, все-таки вот этот баланс между когнитивным и эмоциональным эффектом, да, во время преподавания. С моей точки зрения, как раз когнитивности не хватает, да? Не хватает таких аналитических схем, которые были бы достаточно разработаны, приемлемы и адаптированы для школьников, да? И я считаю, что дискуссионные вопросы можно обсуждать в любом возрасте. Вопрос идет о разных уровнях и разной сложности этих вопросов. Второй момент, который меня заинтересовал, вот ваша идея преемственности советской модели памяти и соединения ее с тем, что есть сегодня. Для меня загадка, зачем это делается. Я вижу два ответа на этот вопрос. Первый ответ, возможно, заключается в том, что мы просто хотим, чтобы воспроизводилась советская модель памяти. А второй вопрос, мы хотим, чтобы у группы людей, которая живет в Беларуси, у белорусов, было ощущение исторической преемственности. Если мы этого хотим, то каким образом это сделать так, чтобы не повторять советскую память, да, а обеспечить, возможно, эту преемственность через какие-то другие механизмы? Ну, я так это понимаю, по крайней мере, в таком контексте это можно рассматривать. Еще один аспект, тоже очень любопытный, это вот гендерное измерение истории войны. Образы женщин, да. Вы описали историю, которая очень важна, но при этом были исследования того, как рассматривается образ женщин вообще в школьных учебниках истории Беларуси. И они там упоминаются только в том случае, если они подтверждают совершенно патриархатные модели женского участия и женской жизни в обществе, да? И в этом смысле вот такая модель, как материнство и героизм, самоотверженность, да, это то, что приемлемо, а вся остальная сторона женского опыта, она во время войны, включая опыт насилия и все остальное, это как бы убирается из дискурса и никак не обсуждается.
И в этом смысле я не вижу никакого баланса, я вижу такую манипуляцию, как бы, да, своего рода при описании вот этой вот женской истории войны. Ну, на самом деле, можно еще много о чем говорить, но я бы хотел еще вернуться вот тоже к нескольким вопросам, коллегам. В частности, вот к тому, что... Алексей, давайте со мной спочатку. Не-не-не. А то мы потом забудемся. Не-не-не, ну, давайте просто, ну, попозже мы это обсудим, хорошо? Потому что все-таки, ну, сейчас будем дискутировать. Вопрос еще у меня вот, это не Кузьме Козыку, это просто по поводу того, что говорил Кузьма Козык. Я обратил внимание на вот эту фразу и на ту тему, которая возникла именно у Кузьмы Козыка, и не только у него, в том числе у Андрея Киштыма, у многих, это тема войны и нации. Да? Когда мы пытаемся найти свое место в войне, да, то есть вот вопрос чье, да, то есть из какого пункта мы на это смотрим, на это место, и какую роль в этом играет понятие вот национальной перспективы. Каковы ее ограничения, этой национальной перспективы взгляда на войну, и каковы преимущества, если они есть. Почему я это говорю? Потому что, например, вот словосочетание «Холокост» как национальная трагедия. С одной стороны, здесь в этом есть смысл определенный какой? Что все мы были частью некого сообщества, и то, что произошло с еврейским населением, это и наша трагедия тоже, ну, коль мы общая нация, да, тут вроде понятно. С другой стороны, Холокост имеет в том числе универсальный смысл, да, имеет свою специфику и имеет, и как бы является тем, что является основой общеевропейской памяти, да. И вот здесь, если мы утверждаем, что Холокост национальная трагедия, с одной стороны мы делаем такой жест признания, как бы, признание, которое, в принципе, не должно быть, может быть, в такой форме. И, возможно, также одновременно мы проводим границу между нашим Холокостом, ну, понятно, да, о чем я говорю, и тем, что происходило за пределами Беларуси. Еще один момент, который меня также заинтересовал, все-таки, опять же, вот это вот возвращение к идее о том, что в каждой стране своя память, да, то есть это, опять же, возвращает нас к проблеме того, что такое национальная история, да, то есть должны мы просто сказать, что в каждой стране своя память, ну и хорошо, да, и слава богу, либо должны мы понимать, что за этим стоит какое-то конструирование, какая-то политика, и, возможно, об этом тоже надо говорить в школе, да, это тоже важно. Ну и последнее, что я бы хотел сказать, это вот согласиться с Андреем Киштымовым, например, о том, что есть механизмы, которые формируют также историческое образование, и мы должны понять, что является нашей целью, когда мы создаем этот конструкт исторического образования в школе. Это у меня было просто как бы такие вот сомнения, да. А сейчас, ну, или Ирина дополнит, или дадим... Да, я думаю, что, может быть, лепше дать слово нашим выступовцам, потому что, я думаю, шмат буде реакцію в отказ. Тільки хочу нагадати, для того, як ми компактно сиділи повідомлено, регламент, хвилинки 2 на отказ, і так само питання, коли задаються. И еще надо сказать, что... Может быть, будет так само реакция на то, что сказал Алексей за аудиторией, не только... Но как модератор, я еще хочу сказать, да, что никто не ответил на один конкретный вопрос. Как же все-таки в наших учебниках описывается флаг Риббентропа-Молотова, Холокост и все остальное? Но, да, думаю, что как-то эта тема возникнет. Цитовать? Не-не-не, ну просто хотелось бы какое-то отношение. Не урок чтения, чтение урок в первом классе. У нас урок понимания. Да-да-да. Давайте наставно. У нас понимание урок. Давайте тогда спочатку наші експерти, а після, може бути, Ну, як реакція аудиторії. мене першим закранули, то першим я скажу. Олексій одразу не згоден. Ось ви, шукаючи позицію згоди, говорите, як ти депутати у польському сеймі. Не згоден, не дозволяю, лідеру в это, я так далі. Со мною не покатилися, з Сергієм Новиком покатилися. Да? Ну ладно, это я так. Пам'ять завсёды штучная конструкція у зместе школьной гістарычнай адукацыі. Гэта заўсёды свая канструкцыя ў вашай свядомасці. Гістарычная памяць як калектыўная, як індывідуальная, гэта зусім розныя рэчы. Так? В індывідуальнай памяці вы можете несці якраз свае эмацыянальныя пачуцці, як іх прадставіць у калектыўнай гістарычнай памяці. Мы, дарэчы, разглядаем гістарычную памяць як сацыяльна-педагагічную катэгорыю, якая ўключае ў сябе шмат кампанентаў.
Гэта, па-першае, сапраўды факталагічныя звесткі, што дзе калі, а гэта таксама і здольнасць ганарыцца сваім гістарычным мінулым. Вось. І калі я ее пачынаю конструяваць, мне трэба знайсці сваё месца. І Сергей Евгеньевич гаворыць, це наше месца. Константин Симонов рве, як фронтовы корэспондэнт гэтай свае паперкі, бо і на акружэнні прыехаў рабіць інтэрв'ю з полковником Кутепавым, так? Вось. І потым занатоўвае, што я першы раз гэта недзелю, калі гэта канец ліпеня 41-го, да? Ці чэрвеня. Першы раз убачыў частку, якая не адступала, адралася. Я першы раз убачыў тут кропку опоры. Я першы раз адчуў, што мы зможам перамагчы, і мы пераможам у гэтай самай вайне, так? Вось вам эмацыянальны каштоўнасны кампанент з пункту гледжання антропалогізацыі, калі гэта гаварыць шырока, ці калі гаварыць вузка з пункту гледжання чалавечага кампаненту. Гендер. Ну да, як вам сказаць? Вось, я ў маёй радзіме Беларусі, які, дарэчы, выйграў конкурс, зняў піянераў-герояў, да? Бо я разумею еўрапейскі падыход, калі вы, дарослыя людзі, не змаглі абараніць сваю айчыну, так што ж вы да гэтай справы далучылі дзяцей? Ну так уже атрымалася, да? Што акупацыя прыйшла вельмі хутка, і дзяцей не паспелі, скажем, вывесці з гэтай самай тэрыторыі. Але ў мяне есть у Брестскай крэпасці Петя Котельніков. Дарэчы, жывы 2 ці 3 чалавекі захаваліся з Брестскай крэпасці ў жывых. Ён пераехаў у Смаленск, Брестская крэпасць знялі кіно, і он правобразам там галоўнага героя у гэтым кіно ёсць. Чаму я пра гэта гавару? У колькі гадоў нашы вучні вывучаюць першы раз у першым канцэнтры і другі раз у другім канцэнтры гісторыю. Гэта вельмі важна. І калі вучень на ўзроўні тынейджера вывучае гэту гісторыю першы раз у сваім жыцці, гэта суб'ектна, суб'ектыўна, індывідуальна, новая для яго інфармацыя, незнаёмая яму ніколі увогуле, нават па сям'і. Вось, тады трэба рабіць націск на эмацыянальны кампанент. А калі мы выходзім на другі кампанент, у старэйшыя класы сярэдняй школы, дзякуй Богу, когнітыўны кампанент далучайце. Но не адразу далучайце когнітыўны кампанент у той час, калі ў вучня няма элементарнай інфармацыі о тых падзеях, скажем, якія былі. Вот. Гэта таксама вельмі важна, бо педагагічныя алгарытмы і асаблівасці псіхічнага развіцця асобы яшчэ ніхто не адмяняў. Вот. Гэта вельмі важна. Што тычыцца традыцыйных каштоўнасцей? На чым мы будзем будаваць памяць увогуле, калі, скажем, няма падставы для гэтай самай памяці? Што дрэннага у сям'і, што дрэннага ў каханні? Калі я Зінаіду Смолову Марченко паказваю не толькі як сам інструктор, якая вырытала 123, а як любячую жанчыну, самаахвярную. Што ў гэтым дрэннага? Калі я паказваю Александра Мамкіна, які вырытаў жыцці, нема гэтага ў падручніках. Гэта бачанне, якое ёсць, я выйграў конкурс, у наступным годзе будзе падручнік, і там гэтыя асобы будуць. Вельмі важна, з'яўляецца равеснікам тых людзей, якія ў падзеях вайны апынуліся ў цяжкай сітуацыі. 19-гадовы Георгій Сидоренко, студэнт Мінскага меда, у баях за Польшу, амаль загінуў. Находится паміж жизнью и смертью. У медсанбаті его вертаюць да жыцця. Ён чуе канцэрт Пётр Ильич Чайковский, фортепиано номер 1 с оркестром, да? По репродукторе. Гэта музыка. Его вертае у жыццё. Музыка та-та-та-та, да? Вот. Калі 19-гадовы студэнт Мінскага меда пачынае вывучаць Георгія Сидоренко, як заходзіць, прабачце за такі тэрмін, гэта інфармацыя у гэтага студэнта, да? Таму 19 гадоў, гэтаму 19. Той студэнт меду 45-м, гэты студэнт меду 2015-м. Вось гэта важныя рэчы. Прабачце, Алексей, не паспяваю ўсё расказаць, да? Там вельмі шмат, бо вельмі важных фильмов. Вы будете еще реплики робить, что кажете в процессе? Я бы сказал, я бы сказал. Между прочим, вопрос Алексей поставил абсолютно верный, потому что Алексея насторожило, когда прозвучал тезис, что, например, а каким же образом наши школьники сегодня останутся без советской памяти о войне?
Потому что у нас еще до сих пор нащадки советского народа там ходят по улицам, они есть и так далее. Так кто же спорит, они есть. Я же вам говорю, что даже среди педагогов есть те, которые заканчивали советские вузы, и, соответственно, и есть те, которые уже вчера окончили вузы. И у них другое уже видение, извините, будет про войну. И зачем, я не понимаю, мы должны сегодняшним школьникам вкладывать советские традиции понимания войны? Зачем мы должны нашим сегодняшним белорусским, кстати, школьникам, а не союзным каким-то школьникам, закладывать вот то, что закладывалось, ну, извините, в свое время в нас, и далеко не во всех нас до сих пор, между прочим, и осталось, в том числе и в вас лично. И поэтому я никак не понимаю, когда звучит призыв учить сегодняшних школьников на вот таких вот примерах. Вы что, их будете учить, каким образом им поступать, там, находясь на койке в госпитале или там в окопе на войне или еще где-то, и ставить их в эту ситуацию и говорить: а как бы ты, Петя или Маша, поступили? Маша, вот у тебя не будет ни рук, ни ног. Какое письмо напишешь Кахану? Петя, останешься ты без головы. Что ты будешь слушать в этот зажигательный момент? Я, конечно, утрирую. Но поймите, что я абсолютно уверен, сегодняшние школьники, и белорусские школьники, и Беларусь сегодня вообще должны пользоваться не остатками старой памяти советской, а нарабатывать свою белорусскую память. И школьник должен из школьного курса истории сегодня выработать свое собственное понимание истории, знать вот эту канву, строительный материал исторический, что случилось 1 сентября. Пусть он знает этот алфавит исторический, да? А после этого уже, кстати, в солидном, пусть даже возрасте, или там, вступая в юношеский или взрослый возраст, уже свою интерпретацию вырабатывать исторического процесса. Если у него будет своя собственная историческая память, то, что заработано самим и выработано самим, то для людей дорого. А то, что вы ему заимствованную советскую версию или советскую историческую традицию попытаетесь через школьный курс это внедрить, и, как я понимаю, уже новый учебник даже, который конкурс прошел, с большим, как бы сказать, интересом мы будем листать и читать этот самый учебник. Я не для вас, я для учеников. Так правильно, но у меня, извините, внучок подрастет, которому этот учебник ляжет, и его родители побегут ко мне: дедуля, готовь его к ЦТ. А я всегда отказываюсь, потому что я говорю: я ЦТ не сдам. У меня другое понимание истории. Я на первых же 2-3 вопросах я просто-напросто сломаюсь. У меня бортовой этот компьютер заглючит. А вы не ожидаете поставить такую ситуацию? Просто заглючит. Когда меня просят: ну, поговори с моим оболтусом, ему завтра сдавать. Я говорю: не, вы знаете, я ему могу рассказать про историю, но если он придет, учительница расскажет то, что я ему рассказываю, боюсь, что, ну, если не отчислят, то, по крайней мере, скажут: кинь дурное, тебе ЦТ готовиться надо. Да, и все. Так, я так само хочу литерально одним словом докрануть эту проблемную нашу дискуссию. И для меня все-таки вот эти две речи, які Алексей Браточкин нам проговорил про национальную историю и про национальную память, про свою память, про свою историю, все-таки надать этому особливое значение. У яким сенсі? У повному сенсі. Пощастило мне выступать и на Урале, и за Уралом, и Пермь, и Екатеринбург, и Оренбург, и Красноярск, выступать про Беларусь. Про Беларусь, про вот нашу войну, коли дозволите так выказаться. І яны не розуміють эту войну. І вона там була інша. Там було так само. Вільно складано, вельми тяжко. Але це було зв'язано з евакуацією, це було зв'язано з тими, кого туди відправляли. Там зовсім інше вимірення цих подій. А у нас, у Білорусі, то політо все кривою.
І як казаць пра вайну, не кажучы пра вот гэтыя нацыянальныя адметнасці. Калі я пачынаю расказваць пра гета, для іх это як космос, они не разумеюць, што гэта такое. Остарбайтары, хто гэта такія, што партызаны альбо военнапалонныя, яны яшчэ военнапалонных крыху разумеюць, таму што Сібір гэта плыве. Таму я тут хотел бы провести линию, как мы не ставились до термина национальное, это было у початку 90-х, когда ты промовляешь по-белорусски, ты националист. Не моя дороженьки. Житье показало, что промовляние по-белорусски это не националист, это здоровая нация, якая не сгубила свои корни, якая памятая про это, и якая вымирает свое житье с гэтыми национальными каштоўнасцямі. Калі яны нам не патрэбны, вынік мы будем потым атрымліваць усё жыццё. Таму тут сапраўды трэба вельмі асцярожна ставіцца да гэтай матэрыі, нацыянальнай гісторыі, нацыянальнай памяці, але не губляць іх, не губляць, а разводить. Да, и мне еще такое дополнение. Я бы отрывается Алексей, что я факульт только в одном накерунку иду. Не, мається на увазі, що я затронув там питання ці проблеми Холокоста, і коли я виказав так, что Холокост как национальная трагедия. Это скорее цитата была. Ну так. И я хотел бы сказать, что сапраўды у нас упершыню прогучала Беларусь в году Другой Сусветной войны, когда я не помыляюсь, в 96-м году. После 91-го года все наши соседи кинулись распрацовывать свою национальную историю. С пункту гледжання уже державы. Потому что державная история советская, вы видите, когда она не меняется, то, конечно, мы губляем свое. И в этом контексте, Алексей, только погляди, коли ласка, я все неоднозначно глядится, нават у питання Холокоста. Ты завагу зробив про подручники. Коли нема там гэтага слова, але як это не дивно, увогуле написано, что в Минском гетто загинуло в гэтым подручнику каля 100 тысяч евреев. Ого! Коли ранее бились там за эту лишбу. Увогуле написано, что каля 800 тысяч у Беларуси было забито. Знов, але нема Холокоста, а я далее скажу. Вы отъезжаете до наших соседей, будете в Польше. Там у них национальная история есть. И яны написано в их музее, что в Беларуси загинуло только там 350 тысяч. Вы будете в Израиле. В Израиле будет написано там 250 тысяч. Вы будете в Германии. Там про Беларусь, вот про то, что мы говорим. Кузьма, в новом музее евреев, да, в Варшаве, Минского гетто нет вообще. Вот буквально с месяц назад смотрел и сказал, нет. Вы маете на увазі Полин, да? Ну да, новый Ну, дом. это я могу так сказать. Коли мы говорим про эту национальную идею, и в этом контексте, конечно, глядится зовсім інакше історія. Ось тут присутничає у нас представник Красного і Городка. Разумеешь, вот коли про это питання ідентичності, це питання, якое нам откажем, хто ми такі вот были на вот у годы войны, хто были наши соседи, яких уже нема. И оставить советскую историю, это знову, это конфликт, это, ну, я думаю, что это некий вызов такий страшный. Її потрібно міняти, безумовно. Лепше заставлять, ніхто ж не говорить, що все викидувати треба. Але не створити своїх національних поглядів, не обновлять їх. Це знов злочинно. Це не потрібно робити. Тому починаємо давайте з цього хоча б. А потім, ну, потихеньку кажуть, ось про сумісні подручники, польсько-білоруські там, и белорусско-немецкие, я думаю, питания будут больше такими нейтральными, заостренными. Працуючи з гэтай выставай, я сутыкалася з рознымі меркаваннямі, і сярдзінным меркаваннем было, наколькі наши подручники адрозніваюцца ад тых же расійскіх подручникаў па фреймах, па накірунках, нарацыі, якія там выкарыстоўваюцца. Таксама, працуючи з гэтай выставы, я паглядзела, што в іншых краінах, напрыклад, тая ж Чэхія, яны спрабуюць глядзець не на нейкі толькі гераізм ці толькі ахвяр, а агулам на сітуацыю. Калі мы кажам пра час вайны, мы ведаем, што в калабарантах і у партызанах было абсалютна не большасць насельніцтва.
Калі ў падручніках з'явіцца гэта 70 напэўна процентаў насельніцтва, якія выжывалі падчас вайны і шляхі іх выжывання. Пытанне, калі ў падручніках па гісторыі з'явяцца тыя наратывы, які дасюль яшчэ пакуль ёсць сведкі, прысутнічаюць у калектыўнай памяці. Толькі нейкімі датамі, нейкімі баямі дзяцей не зацікавіш. Менавіта вось калі мы гаворым пра гістарычныя падручнікі па гісторыі нямецкія, мы бачым зусім іншыя падыходы, менавіта ад сям'і, але не праз подзвіг, а менавіта вось праз нейкія звычайныя побытавыя справы спрабуюць паказаць, як выглядала гэта выжыванне вайны. Я ведаю, што настаўнікі хацелі пару слоў сказаць у дадатак, тым больш, што апошнім часам у нас трошачкі змянілася выкладанне. Казалі, што ёсць дадатковы спецкурс, на жаль, яго ўжо няма. І вось такая сітуацыя, вы кажаце, новыя падручнікі выдадуцца, ці з'явіцца там слова «Холокост». Я перабірала такія кнігі для падрыхтоўкі да ЦТ, і пра дзяцей рыхтуюць распавядаць пра Холокост. Там не ЦТ, там, напэўна, нейкія цэнтралізаваныя экзамены, ці што. Ну там в якасці прыкладу адказу тлумачыцца, што такое Холокост, нягледзячы на тое, што гэтага няма ў падручніках. Мне сказаць, што гэта аўтарскае бачанне тых, хто рыхтавалі гэтыя адказы на пытанні. Дык вось, што скажуць нашы настаўнікі у сувязі з тым, як сітуацыя мяняецца? Магчыма, калі мы маем зараз аўтара падручніку, мы можам сказаць наши пажаданні, можа быць, яны будуць улічаныя на будучыню, што павінна ўключацца. Магчыма, нам трэба нейкі спіс прапаноў падрыхтаваць і кудысьці там Міністэрства адукацыі накіраваць, каб палепшыўся гэты працэс выкладання, таму што кожны з вас агучыў нязгоду з тым, што адбываецца і што трэба нешта зрабіць лепш. Калі ласка. Міністэрства адукацыі не піша. Ну, если позволите, как я представитель учительства, а можно попросить в зале еще поднять руки, кто еще учителя, именно учителя? Ну вот, это вот нас. Учителя или вообще преподаватели? Нет, нет, в школе уже преподаватели. Хотя бы с базовым образованием. Не помнишь, где-то написано. Знаете, вот Алексей задал такой вопрос конкретно про учебники. Вот можно ли сказать, сколько, что и как? Вот можно, если вы позволите, я просто с этого начну, потому что, наверное, вот нас очень мало здесь, именно педагогов школьных, и не все, наверное, я даже вижу, что наши выступающие, ну, к сожалению, может быть, не очень четко это представляют себе. Итак, программа. Программа по истории Беларуси для 10 класса была изменена 2 года назад. Это базовый уровень, это то, что проходят все абсолютно дети. Термины. Сначала понятия. Определимся с понятием, будем говорить дальше. Термины. В программе по истории Беларуси в 10 классе только изучается период войны, термин геноцид. 1. Берем всемирную историю, 10 класс. Там 3 основных понятия. Геноцид, гетто, холокост. Так, все, программа закончена насчет того, что нужно знать, четко учить. Переходим к учебнику. Итак, учебник. Всемирная история, пока учимся по этому. Уже недолго, это вот сейчас уже подойдут другие ученики, но еще несколько лет будет этот. Значит, изучение Второй мировой войны, 53 страницы, 7 параграфов. Один из этих 7 параграфов обобщающий. 7 параграфов, 53 страницы. На изучение конкретно, вот, например, истории Холокоста, чем я занималась, 4 предложения. 4 предложения. Переходим в следующую историю Беларуси. Берем, вот я посмотрела тот учебник, просто прошу прощения, что я не очень сразу не поняла, но он просто на белорусском, поэтому он такой темный, у меня русскоязычная школа, ну вот такой же, это абсолютно идентичный, только тот на белорусском языке, это на русском. Тот же автор Новик. Значит, 11 параграфов, 58 страниц текста. И если говорить о том, да, было правильно сказано, что там говорится об уничтожении евреев и цыган, что 100 еврейских гетто, приводится выдержка из донесения генерального комиссара от 31 июля 1942 года об уничтожении, но такие понятия, как Холокост, праведники народов мира, не используются ни разу, о еврейском сопротивлении ничего не говорится,
И в словаре исторических терминов есть такой термин, как геноцид и гетто. Вот знаете, я, когда анализировала, например, конкретно по Холокосту, то я посмотрела, что если нам, как педагогам, мы должны обеспечить выполнение исторических понятий, но, например, в словарь учебника по всемирной истории в конце учебника термин «Холокост» не включен вообще. Ще репліки, публіки питання до наших експертів, жадання виказати некую позицію по тих питаннях, які були озвучені. У меня есть вопрос. Можно ли в школе учителям и вообще записать в учебник, что бои, или, например, Беларусь во Второй мировой войне? Ну, Беларуси ж не было Беларусь, так можно написать? Это не будет как Украина во Второй мировой войне? Ну, серьезно, я Ну, если вы просто... первобытное общество в Беларуси изучаете, когда хотят в первобытном обществе, извините, ни белорусов, ни белорусов. Ну, так вот, меня всегда это как историка волнует, кстати. Естественно. А вот первобытные люди в Беларуси. Да. Будь ласка, ваше жадання висловитися. Андрей Завадский, фонд для вас ответит. Значит, спасибо, вы как раз вот затронули тему в своем выступлении, которую я хотел. Именно как жило основное население, это их не 70, а может быть 90%, если 3% было в резистенции. Вот, ну, вот это, мне кажется, очень мало отражено. И как раз таки через вот это понимание, как люди и не только выживали, просто жили, учились, работали, вот, и что, не праздновали дни рождения, не женились, не... У меня отцовские фотографии, Великий 43-й год, лето. 15-16-летние ученики школы с гитарами идут в лес на пикник. Трудно представить. Да? Но тем не менее, нормально, как говорится, вот так вот тоже было. И вот, понимаете, вот это совершенно другое восприятие. Да, действительно, в России, где за той линией фронта, значит, по-другому, здесь разные группы. Партизаны — это одно, коллаборанты, так сказать, явно это другое. Население, которое нейтральным было, третье, различные уничтожение евреев, уничтожение других населения. Вот мы затронули, каждый третий погиб. Вот, знаете, снова вот этот миф. 80% евреев погибло и 15%, скажем, нееврейского населения погибло. Вот. А вместе получается треть. Вот. То есть надо же только смотреть, как это распределяется и действительно, насколько те или иные группы, так сказать, понесли потери. Опять-таки, победили нацизм. Нацизм не победил, он живет и процветает. Победили германскую армию. Вот. И это тоже, так сказать, надо подавать вот таким образом. И вот, значит, уважаемый Сергей Новиков говорит, там Гитлер сказал, значит, прекратить наступление. Ну, не только потому, что белорусы сопротивлялись, а потому что Гальдер еще 20 числа записал в дневнике: кончилось топливо, и моторесурс танков был выработан, надо было ремонтировать. То есть, и другие, так сказать, мотивы. То есть здесь не всегда, так сказать, надо это как бы искать открытие вот такого плана. Очень, так сказать, тема вот, странная. Был в декабре месяце на выставке в музее «Крест против нацизма». Тоже были, наверное, кто-то. Как, значит, ну вот музей Отечественной войны и польская сторона, как католическая православная церковь, значит, себя показывали в борьбе с нацизмом. Я понимаю, так сказать, польский костел боролся с нацизмом не потому, что он был польский костел, потому что поляки. И немцы уничтожали польских ксензов не потому, что они были ксензы, а потому что они были поляки. Вот. Литовский костел был целиком на стороне немцев. Белорусская православная церковь, которая там показана, как будто тоже сражавшаяся, ну простите, но это смеху варто. Большинство белорусской православной церкви, которая здесь, ну российской православной церкви, русской православной, которая была на нашей территории, поддерживала немцев. И были открыты сотни храмов, которые, так сказать, потом после войны уже не закрывались.
И потом, когда создалась эта диспропорция, вынуждены были на неоккупированной части СССР открывать сотни храмов, тысячи православных. Таким образом, православная церковь от войны только выиграла. Понимаете, это тоже, так сказать, очень странная подача, вот такие выставки устраиваются, которые совершенно затемняют ситуацию. Вот. То есть я призываю к тому, чтобы не, как говорится, плодить мифы старые, не плодить мифы новые. И очень четко вот эти дефиниции расставлять. Понимаете, значит, чтобы не было огульного такого вот, понимаете, восприятия, что вот или все плохо, или все хорошо, или все, так сказать, страдали, или никто не страдал, или что все боролись, или никто не боролся. Вот. Тут очень важно, и я думаю, что может быть, как вот Светлана Алексеевич, вот именно вот это многоголосие, показ по многоголосию, здесь продемонстрировать реальную картину во время войны. Вот. А то, что, так сказать, простите, вот уважаемая коллега сказала, что идет, как говорится, время, люди уходят, и может действительно то, что сейчас мы бьемся вот таким образом, спорим, через 10-20 лет останется совсем в сухом остатке другое. И будем мы войну, Вторую мировую, описывать как Куликовскую битву, и не более того. Потому что эмоции, накал эмоций исчезнет, вот, люди уйдут, и останется только лишь, как говорится, вот такие сухие какие-то цифры. Извините, спасибо. Еще реплики. Ну, у меня есть тоже, я еще хочу сказать. Ну, секунду, Может быть, давайте следующее, уже... давайте Конечно, конечно. Господа Владимир. Я с огромным удовольствием сегодня нахожусь здесь, в этой атмосфере. И ну, не в этом дело, а в том, что я вспомнил, есть такой письменник известный, да, журналист Сергей Законников. Вот он мне однажды рассказал, что когда был в Нидерландах, в Бельгии, где значит, то задался вопросом, специально посещал систему начального образования с вопросом, какой у них главный предмет. Вот самый начальный, ну, можно сказать, что у нас 4 класса. И везде получил ответ. Не физика, то есть не история, там, или еще что-то. Локальная, местная, его личная ребенка, или того и той местины, где он находится, его вот это главнейший предмет в начальных классах. В этом плане, естественно, возникает вопрос, если мы говорим культура исторической памяти, и когда мы говорим здесь о уже верхних слоях обучения исторической, то, наверное, культура закладывается там, вот в этом вот первоначальном, что называется, включении. И вот это как бы мне и как вопрос звучит, каким образом все-таки приобретает история вот этой черты этой самой культуры, как она должна формироваться, культура. Спасибо за внимание. Вы ведаете, я хотел бы один пункт только нагадать. У 2010 году отбылося споткання міністрів адукації Єврозв'язку. І яны визначали, що буде головним, яке головне місце Другої сусветної війни. Було, звісно, вельми цікаво, і яны назвали центральне місце Другої сусветної війни – це Освенцим. Які події там були? Це масове забойство. Масове забойство євреїв і відносини до цієї проблеми у всіх країнах. І ви ведаєте, як це не дивно, я був на гэтым спотканні від Білорусі. І у нас ситуація такая, що разом з євреями в Освенциме забивали білорусів. Не євреїв, а білорусів. Больше за 8 тысяч было депортовано туди. Про гэтаму нічого не казали, гэта, бачите, савецкі наратыў. Не казали. Зараз гэта вядома. Сведкі ўзялі да расказалі, паднялі гэтую праблему, выходзіць новы падручнік. І вось цікава, ці будзе гэта гісторыя пра беларусаў у Освенциме. І што самае цікавае, таму што гэта гістарычная майстэрня зрабіла. У 2009 годзе выйшла першая кніжка, там 200 экземпляраў, разышлася па знаёмым, то есть тых, хто выжыў, дзеці забралі. У 2010 яшчэ 100 асобнікаў. І мы набраліся смеласці і напісалі прэзідэнту, што гэта неабходна Беларусі. Чаму?
Потому что вызначили, что тех, кого вывозили, это с конца 43-го года, это были партизанские семьи. Мы говорим, мы поважаем партизанов, мы поважаем солдат. А уже детей, женщин и нават партизанских уже мы забыли про это. И вот в этом контексте вот белорусские святы европейской памяти, они глядятся там, и это будет и Минская гет, это будет и Тростянец, это будет и Освенцим, это будет и змагання. Широчезное змагання. И это то, что соседи ратовали евреев. То есть, что соседи не забивали, как у наших было. Потому что приклади Литвы, Украины, Польши, яны Я ведомы. вчера вычитал, что как раз была публикация в интернете про по Западной Беларуси, что в 1941 году были аналогичные случаи в Западной Беларуси. Ну это так само потрібно глядеть Заходня Беларусь, ви ведаєте, тих это польская история, тих это белорусская история, кто там робив, потому что тут вельми шмат таких фактологій, про яку і ви згадували, і потрібно на це глядати пільно. Але є концептуальність така, що ми не повинні згубити історію у подручниках Другої Сусветної війни. Не повинні, тому що Білорусь, вона там присутничає. Присутничає навіть у тим, що справді 30% забито людей було. 30%. 17% поляков, 11% это Югославия и так далее. 30%. Тому на першем месте повинен быть, конечно, человек, и як Яд Вашим сказал, коли вы стратите прозвище, то яно, а этот человек зникне память про это. И вот тут что отрымливается у нас? Крышечку мы казали, что потрібно якби шукать людей, які ще можуть розказати, ми вже нічого не віримо. І цілком погоджаюся з вами, праз 20 годів буде переписування, такое тотальне переписування, як кажуть, історії, относно белорусской трагедии. Потому что у нас не заховываются документы. Мы не працуем с этим. Покуль память эмоциональная, она есть. Приклады. Вы бачите, вот Сергей, он вельми улюблен у своих героев. И он ніколи не отмовится, потому что это ж бачно, як он и переживает з ними. Але нам, вот поверьте, нам потрібно якби некий інший підход до этого. Потому что напластасовано наши бабулі, дядулі, наші сусіди у гэтай трагедії були. І гэта я знову звертаюся до Красного. Наприклад, 2000 євреїв було забито. І пам'ять зникла у городку. 710 чоловік, євреїв було. І ні в одного єврея нема. У музеї ні в одного документа, у школі нічого не ведали. Не було ні в одного помника там. Ось вона, яка історія. Як ми навчимо їх? Коли гэта ми самі не зробили ось знизу. Ну, тому якраз про Освенцим, это приклад такий буде. Вот бачимо, все ж таки з 2009 года інформація є, і вона повинна бути використана, як і про Холокост. І коли гэта знов не буде зроблено, это знов скандал, это страшенний скандал, і ніхто не повинен терпіти такого. Нават про такі маніпуляції з методологією, методами, підходами там, і так далі. Это не серьезные речи, мы просто себе страчиваем. Питання ще. Ні, не питання, а маленькая завага. Господар Братушкин задав таке питання, чому ніхто не каже про факт Риббентропа-Молотова. Так само слухаючи всіх, я викладаю польську мову і польську історію по-польську. І хочу сказати, що не прозвучало того, що не хапає веду не тільки про війну, але й того, що було до війни, того, що ми маємо винік, а не ведаем, як до этого выника дійшло. Тому питання передвоєнне, мені бодай, здається, не найважніше для того, щоб зрозуміти, що було потім. Тоді і Холокост знайде своє місце, і можливі там Брестські крепості, і все, що, ну, як кажуть, день перед святом важніше, ніж само свято. Не вопрос и реплика, потому что нам абсолютно точно совершенно нужно новые подходы к изучению истории, к, может быть, осознанию, культуре памяти. И если касаться Второй мировой войны, то нужно, наверное, и центральным сделать понятие Холокоста, точнее понять то, что Холокост стал поворотным моментом, после которого изменился мир, изменилась цивилизация, и если не учитывать этих моментов, а продолжать аккумулировать к той истории, которая у нас на сегодняшний день есть, то мы и получим на выходе то, что мы получаем. Кузьма Иванович говорил о том, что и там, в 2008 году были заявления, в 2010. Окей, Кузьма Иванович, 2014 год, открытие общеевропейского мемориала памяти в Тростянце.
на нем до сих пор написано, я даже процитирую, чтобы да, там, не ошибиться, не дай бог. Все мы знаем, что Тростенец — это одно из центральных мест уничтожения евреев, и местных, и депортированных. Там на сегодняшний день написано, что в Тростенец — место массового уничтожения нацистами жителей Минска и других населенных пунктов в Беларуси, участников антифашистского подполья, партизанского движения, военнопленных Красной армии, гражданского населения и депортированных стран Западной Европы. Все. Где слово еврей? Где слово не то, что... Что? Они могут быть евреи и не евреи. Здесь не национальность определяется, а именно те люди, которые были с разных стран. Понимаете? Они могут быть евреи, Еще могут раз быть поляки. я хочу заметить, что Тростенец был центральным местом уничтожения там не именно только евреев. Совершенно верно. Я не утверждаю, что там были только евреи. У нас идет отрицание. То есть то, что не отрицание, не принятие. Гэта малы Тростенец. У Благаўшчыне будзе таксама адкрывацца другая чарга гэтага мемарыяла. И все говорят про то, что там, про что ты сказала, уже будет и слово «еврей». Сподіваюся, но это уже 4 года минуло. А это в 2015 году, когда открыта первая черга, она была снова у формате советской культуры. На 100% советской культуры. Але вже були досягнення, Кузьма Іванович, вже були досягнення історичні. Згоден. Але сьогодні 18-й год, а що змінилося? Тобто, нові підходи, де ким вони повинні розпрацьовуватися і на яким узровні? Я одну реплику хочу выказать в дочинении до питания, яке вельми правильно тут прозвучало. Де концепт наш? Ненавіса наш концепт вокруг чого? Холокост – это знов таки не то, что нам потрібно на сьогоднішній день. Ми про это просто кажем, але ж у національному аспекті, а не про що нам треба казати. Так ось я переконаний в одним. Для того, щоб це відчути, треба навідати. Я зараз з іншої культури приведу приклад. П'янкасову синагогу у Прасе. Мої дороженькі, зайдіть туди. Там гучать конкретні імени людей. 77 291 человек. 2 357 000 в Национальном архиве, в Белорусском державном архиве войны. Где имены сегодня в Беларуси? Поколь мы их не вернем, не будем отказывать на ваше питание. Мы. Завтра мы забудем. Будет это? Будет завтра у истории. Не будет, будут лишь пустые. Кстати, поэтому разница в статистике, что в израильских источниках те, кто установлен документально, в белорусских, понятно, более нет, другая. Там совсем по-другому. Там тоже, вот почему это очень важно для это нас, важно, вот иметь свое представление. Потому что жертвы, которые жили и рождены на территории Западной Белоруссии, отнесены не к польской культуре и традиции, а отнесены к польской. И таким образом, именно как польской. И таким образом есть приписка, что остальные, вот когда мы говорим о 700 тысяч, остальные 550, они с Западной Белоруссии. То есть вот он конфликт. И это касается не только Польши, это касается Германии, это касается Израиля. То есть это касается, вот он, системы образования. Мы говорим одно, мы говорим о своих соседях. Вот. И знаете, я вот теперь только понимаю, красно на памятнике, вот когда я у вас был, почему-то написано там у памяти охват белорусских евреев. Я думаю, ну неужели евреи вот будут делить? Белорусские, польские и так далее. Потому что, бачите, у истории отрывается, что яны польские, а не белорусские. То есть конфликт, и он уже закладенный. Необходно для этого, как Министерство замежных справ, как посольство, как... То есть это питание вырашать, как мы хотя бы имели одну коллективную память. А не только я кажу, не свою, а мы свою. Я хотел бы акцентировать внимание на вопрос, профессор Высоцкий. Да, который задала уважаемая учительница истории. Не Анила, Цыганок. А то как-то я не представилась, прошу прощения. Значит, все-таки, я экономист, я знаю, как пишутся экономические учебники. Раз. По-моему, по экономической теории, по банковскому делу и так далее. Вы историки, объясните мне, как пишется учебник по истории
без концепции или в какой-то концепции? Как она создается? Вот вы мне все-таки объясните, чтобы до меня дошло. Эта концепция формируется коллективом или как-то по-другому? Сергей, вы знаете, Концепция формируется инициаторами, которые оформляются во временный научный коллектив и представляется на утверждение через, ну, скорее всего, Национальный институт образования, скажем так. У нас концепция учебного предмета, у нас не концепция исторического образования в Республике Беларусь. Если не ошибаюсь, покойный Яков Трещинок во втором либо в пятом году сделал попытку в своей брошюре взять на себя смелость от всего белорусского исторического сообщества, представить собственный взгляд, замещающий это все сообщество по поводу концепции исторического образования. Да? Наша концепция достаточно узкая, я ее называю дидактическая концепция двух предметов: история Беларуси, всемирная история. Галина Эдуардовна, 2009 года она была или... В 2009 году она была приказом Минобра утверждена. В ней есть концепты национальной идентичности, есть концепты исторической памяти. Она, к тому же, достаточно, кроме того, что имеет такую вот мировоззренческую основу, достаточно утилитарна с точки зрения организации структуры и содержания исторического образования. То есть она выполняет более функцию прикладную, чем, скажем, мировоззренческую. Вот, первая концепция появилась по инициативе Михаила Осиповича Бича в Белорусском государственном педуниверситете в 1993 году. Была опубликована, по-моему, тогда же в БГЧ. Это еще одна концепция, которая имеет место быть. Вот эта концепция как раз претендовала более стратегически на концепцию национальной истории вообще. Соответственно, возникает момент академической истории и дидактики истории. Да? То есть я занимаюсь дидактикой истории, занимаюсь достаточно утилитарной вещью, связанной с тем, каковы концептуальные подходы к дидактическому конструированию содержания исторического образования в школе. Да? Вот. Опять же, я сюда забираю те концепты, которые могут быть в общей концепции стратегической, да, национальной нашей истории. Откуда я это все черпаю? Вот. Опять же, черпаю из реалий сегодняшнего дня. Та же самая вторая половина X века, правильно, да, восточнославянское государство на территории Беларуси, Денис Дуг, Левко и так далее. Опять же, черпаю из Всебелорусского съезда и либерализации сегодня отношения власти к этому съезду. Опять же, черпаю из работ «История белорусской державности», 12-14 год, академическое издание, исторические национальные формы белорусской государственности. Это я как автор, да, потому что мне в опору нужна академическая история, да, прежде всего. Вот, потому что на этой основе я начинаю конструировать дидактику истории. По яким принципам вы выбираете в этих академичных Академическая история, издание Института истории Национальной академии наук с большим коллективом авторов: Смехович, Коваленя, ИТД, ИТФ и так далее. Я работаю в рамках формализованной институциональной системы. И это одна ипостась, которая имеет место быть. Да? А вторая – это социокультурный феномен. Одна и вторая никак друг с другом соотноситься не хотят. Да? Вот, потому что историческая память на уровне прочувствования, эмоционального, психологического компонента личности – это одна. А вторая историческая память на уровне государственного идеологического – это другая. Да? Вот, найти вот эти точки соприкосновения между ними – это достаточно сложный момент. Можно я еще? Да, что когда я специально изучал учебники по истории Беларуси и всемирной истории по 20 веку, я попытался в учебниках по истории Беларуси выписать все те слова и концепты, при помощи которых описываемся, мы сами себя описываем, социальную структуру белорусского общества, как мы себя называем. Так вот, я хочу сказать, что если до середины 20 века в описаниях концепции, то есть в самое описание, присутствует марксистская методология, там пролетариат, крестьяне, буржуазия, там помещики, понятно, да? При описании войны там коллаборация,
демократизация, да, вот эта вот терминология, появившаяся в 90-е и еще в советскую эпоху, то, например, весь послевоенный период мы видим абсолютно конец вот этого теоретического репертуара. Там, кроме слова народ, электорат и еще пара определений, субъекты хозяйства мне еще очень понравилось. Практически ничего нового в самоописании общества нет, ни в социальной структуре, ни в том, то есть это просто теоретическая катастрофа. Теперь, чтобы немножко уже завершать надо, да, мы пытались сегодня обсудить ряд вопросов, и на самом деле у меня есть один вопрос, который я задам, совершенно не обязательно отвечать. Все-таки очень хотелось бы услышать напоследок, что концептуально надо поменять в преподавании истории Второй мировой войны. Но я всем напомню очень кратко, да, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что если начинать с ключевых событий, таких как пакт Риббентропа-Молотова, это событие описывается фактически еще в рамках советского нарратива, и потому что и не проблематизируется вот эта ситуация, как именно произошло соединение Западной и Восточной Беларуси. И, конечно же, нигде не упоминается о том, как в разных историографиях этот пакт Молотова-Риббентропа описывается, и в том числе таким образом как бы не обсуждается вот этот вопрос о субъектности белорусов как политической национальной группы, что не мешало бы обсудить. Об этом в нашем музее Великой Отечественной войны они до сих пор не исправили, неправильная дата стоит под пактом Риббентропа-Молотова. Они там ошиблись на 1 месяц, до сих пор это не исправлено. Второй момент, проблема Холокоста. О Холокосте практически ничего не говорится. Термин сам не употребляется, не описывается еврейское сопротивление, не описываются структурные причины антисемитизма и всего остального, не описывается взаимоотношения местного населения и участие или соучастие, или население, которое было такими же жертвами, да, то есть как комплекс весь этих вещей происходит, это не описывается в наших учебниках вообще, мы говорим только о школьных учебниках. Цифры являются проблемными, персоналей практически никаких нет вообще, связанных с Холокостом. Там нет никаких персоналей, никаких персональных биографических историй нет. Дальше следующее событие – насильственная политика и послевоенная память. В наших учебниках ничего не говорится о том, что происходило в советском обществе после Второй войны за рамками концепции восстановления народного хозяйства. Да? То есть вот все истории того, что происходило с людьми, которые возвращались сюда, будучи остарбайтерами, все проблемы, это все снивелировано, и вот эта идея рамка восстановления экономики, да, она доминирует над всем остальным. Да, конечно, да. Произведение коллективизации в Западной Беларуси, там завершение, да, все эти вещи игнорируются. Таким образом, у меня финальный вопрос. Нужно ли, и если да, то именно что конкретно нужно поменять концептуально в преподавании Второй мировой войны? Как вы считаете? Уважаемый Алексей, завершая нашу дискуссию, я вам скажу, что Вторая мировая война – это всего лишь один из содержательных компонентов наших учебников. Хотим либо не хотим, скажем, какое-то определенное количество учебных часов на эти темы будет ответить. С моей точки зрения, важно знать адресата, к которому мы обращаемся с точки зрения трансляции памяти, с точки зрения этой самой евристической памяти. Потому что, будучи дидактом истории, я понимаю, что познавательные способности, возрастные особенности наших учащихся очень часто не учитываются с точки зрения психологии, скажем, их развития. Поэтому те концепты, которые для нас являются очень важными, для наших учащихся таковыми не являются. Да? Это не их личная память, это формализованное академическое знание. Сколько бы мы с вами тут не обсуждали вот эти концептуальные для нас вещи, для школьников они могут абсолютно ничего не значить, если академическое академическое знание научное не переводится в учебное и... Это задача дидактики, которой вы занимаетесь. Вот поэтому... Вы говорите, что мы не можем применять новые концепции, потому что школьники к ним не готовы. Это значит, дидактика не готова, а не школьники. И дидактика в том числе. И наши ученые методологи в том числе, да, потому что мы очень часто находимся в рамках своих собственных прав,
предполагая, что найдем некую истинную консенсус. Но, как в практике показывают, к сожалению, да, вот, что история могла бы быть содержательной матрицей культуры. Вот, но в этой нашей культуре история очень часто не выполняет свою функцию примиряющей памяти. Она очень часто начинает разводить по разные стороны баррикад. И вот тогда, когда я говорю про историческую преемственность, это как раз попытка найти то общее консенсус, который будет объединять нас на различных этапах нашего развития с нашей памятью и учащихся с той памятью, которая у них есть. То есть менять ничего не надо или все-таки искать что-то еще? Ну вот вы меня провоцируете. Сергей, не отвечай, молчи, потому что будет... Молчи, Серега. Я вам скажу так, попробуйте написать хотя бы один учебник для школы. Пройти все процедуры, какие. Я вам могу написать без проблем 600-страничную монографию, без проблем могу написать докторскую. Вот я без проблем могу написать учебно-методический курс для переподготовки, повышения для студентов, потому что это совершенно иные процедуры. И когда историческое образование для меня, являясь социокультурным феноменом, вступает в фазу институциональной системы, возникает очень много процедурных вопросов, где мое мнение не всегда является определяющим. Ну, а можно ли задать еще последний вопрос? Насколько прозрачным, демократичным является вообще процесс написания, обсуждения учебников и их утверждения? Абсолютно демократичным, уважаемые коллеги. Если вы следите за этим процессом, обратите внимание, в наставнической газете, которая почему-то воспринимается только как наставницкая, да? Ни один вузовец ее не читает, постоянно публикуются конкурсы. На образовательном портале Национального института образования постоянно объявляются конкурсы. Принимайте участие. Процедура абсолютно открытая. Да? Просто мало кто хочет стать жертвой своего собственного энтузиазма. Да? Сначала концепция, потом... Так, пожалуйста. Ведаеце, я бачу такі два підходи до вирішення цієї проблеми. По-перше, нам потрібно запустити академічну науку. Коли не буде зроблено таких, не то, що фундаментальних досліджень, а вогуле, досліджень по історії, по культурі війни, нічого наші едукатори не зроблять. Вони будуть старий матеріал, будуть переставляти. На вашу заувагу відреагують, поставлять тезу. Тут потребується новий матеріал. Поглядите, будь ласка, наприклад, ці шмат ми маємо там докторів, професорів по этой части. Самое, напевно, опошнее, это сколько, може, там 5 годов, там Кузьменко боронил, ну, по фронтовой истории крышечку там ранее. У нас нема доследований, нема проектов. И еще 80% бази, мається на увазі криницезнавчої бази по нашій проблемі, знаходиться поза межами Білорусі. Значить, нам потрібно працювати і в Германії, потрібно в Польщі, потрібно в Литві, потрібно в Україні, у Росії. А цього ми не робимо. Тобто ми становимося таким містечковим. І все буде залежати тільки від компетенції одного чоловіка. Ён не супроть, как щось мінялося, але як, коли є плани і так далі. І тому, це на першому етапі. Потрібно вийти з кризису. А кризис, безумовно, він може тягнутися довго. Ну і другое це питання вже до державних органів. Ініціативи мало, потрібно, щоб зміни відбулися праз Міністерства едукації, системні, і тоді, напевно, може і колектив по-іншому, праз концептуальність, по-іншому і показати Мінаїта Білорусь як суб'єкт. Як суб'єкт. Ось цього процесу. Питання, на чию мельницю є вкладу міністерство, розумієте? Може, на собственную, господи, Андрей, конечно, да. И я не просто у меня будет. Буквально вчера ставилась задача перед ученым миром Беларуси. Причем ставилась эта задача первым лицом. По разным наукам были даны разные указания. И было в том числе указание по историческим наукам. Я просто цитирую, чтобы никто меня не обвинил там в передергивании фактов или что. Цитирую. И здесь перед вами, педагогами, историками и социологами, непростая, но важная задача. Сегодня многие пытаются переписать историю.
никак не могут утихомириться. То есть ситуация какова? Представьте, можно я сейчас поговорю, да? Ситуация какова? Представьте себе, что сегодня перед физиками бы сказали: господа физики, что вы физику переписываете? Заупокойтесь. Химики, не нужно ничего нового, не переписывайте. Доставайте старые, как бы сказать, теоремы Пифагора и вывешивайте их здесь. И когда... А мне тут говорят, концепции какие новые, какие? Не переписывайте историю, вы получили указания сверху. В том числе, на меня это указание может не подействовать, но на Министерство образования, соответствующий государственный институт, и учебник, который получит этот самый гриф, да? А без грифа это не учебник. Учебник, когда какие-то писанины становятся учебником. Я тоже много чего писал. Да? Для немцев писал, это стало учебником, между прочим. Это отдельная история, как мы писали учебник по истории Беларуси для немцев на немецком языке. Это заседания, может, не будем, да? Так вот, я хочу сказать следующее. У меня есть очень большое подозрение. В принципе, в советских учебниках, вот эта вот советская память, советский народ, о чем мы сегодня говорили, они, сюжет про войну, да и многие остальные сюжеты, были заточены под один тезис общий. Деток готовили к подвигу. И я очень сильно боюсь, что вот этот новый учебник, судя по разговору, он опять будет готовить деток к подвигу. К войне или к чему-то, а не к пониманию. В жизни всегда есть место. Да вот ваше змагание с это тоже вот. У нас последняя реплика Ирины Романовой. Я хочу сказать сразу, все-таки спасибо большое Сергею Вениаминовичу за то, что он не побоялся, честно говоря, и пришел, да. Потому как получилось, что мы заполучили только его, и давай его терзать, да, и вопросы задавать. В общем, ну да, кто пришел, тот и не прав, получается, да. Нет, на самом деле, спасибо большое, на самом деле было очень интересно вот поговорить, услышать то, как вы это видите. Вместе с тем, я бы хотела, с одной стороны, возразить на вашу реплику, что Вторая мировая война — это всего лишь одна из тем, да, и что много других, и вообще. Но вот как раз, да, я согласна, что это все согласны, да, собственно. Но насколько эта тема много всего вскрывает того, что происходило и накануне, и после, да. И, конечно, если мы будем брать только войну и долго дискутировать, что же нам с войной сделать, что ж туда добавить, что оттуда убрать, то это совершенно понятно, что полетит весь учебник, вся концепция. Полетят и 30-е, полетит вообще и вопросы коллаборации, да, и раскулачивания репрессий, и облик представителя советской власти, насколько эта власть своя, насколько она легитимна, да, пакт Молотова-Риббентропа потянет за собой тоже кучу вопросов. Послевоенно это смена городского населения от 50% и выше, да, это феминизация, это что там, эмансипация, да, и так далее. Это только то, что вот мне навскидку пришло. Полетит, в общем, если только возьмемся за войну, переписать придется все и сразу, это тоже понятно. Но насколько, значит, я очень люблю устную историю, я страшно люблю архивные документы, я в свои статьи стараюсь засунуть, сколько редактор не выкинет, да, и там и воспоминаний. То есть я очень считаю, что надо сострадать тоже героям, надо показывать этого человека, да. Но вопрос вот тоже соотношения, да, если мы делаем упор, опять же, на какие-то на эмоциональную составляющую, насколько мы имеем право терять другие какие-то вещи. Опять же, это вопрос вот этого, значит, взвесить. И Кузьме Ивановичу последнее хочу возразить, вот по поводу того, что сколько нам еще предстоит работы, чтобы изучить эту войну. Ну вот тут Олесь Пашкевич передо мной совершенно трезво заметил, что уже имея даже сегодняшние наработки, уж на учебник как-нибудь не насобираем, и сегодня, наверное, все-таки не обязательно ждать там 200 лет, пока все архивы мира освоим. Спасибо большое. Напомню, дать мне кожная, да, реплика, в принципе, подсумование наступило. Я хотела сказать, что сапраўды это великий выклик написать адекватный подручник. Мы тут робили проект и робим по материалам по Минскому гетто и паспрабавалі компактно на одну сторонку там разные подтемы, связанные с этой тематикой, разместить. Проблема, что сторонок, на жаль, мало, гадзіну у школе мало, як выкласці ўсё і яшчэ выкласці так, каб школьнікам гэта было цікава, гэта выклік да ўсіх. І тут пытанне з аднаго боку, чаму тэарэтычная канцэпцыя, ну я так разумею, адсутнічае ад Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук,
чому дидактики лічать, що не треба так само аналізувати теперішні потребування молоді. Може бути, я неправильно зрозуміла, але той же подход не тільки мостов, а від совєтського минулого, а так само від того, що тепер близько молоді, і він мог так само концептуально змінити підручники і представлення війни у них. Тому дякую всім експертам. Пропоную ознайомитися з виставою, хто її ще не поглядів. Так само орієнтуватися на інші наші підприємства, ресурси. І